В Общественной палате Республики Саха-Якутия прошло третье пленарное заседание, на котором обсудили деятельность комиссии пятого состава палаты по ключевым направлениям: демография, защита семьи и детства, поддержка специальной военной операции, мероприятия патриотической направленности, консолидация общества в год защитника Отечества, контроль за реализацией национальных проектов и другие важные вопросы. У нас сегодня как раз присутствовали и главы, замглавы районных администраций муниципалитетов и председатели общественных советов при органах исполнительной власти, при министерствах, при ведомствах, и в том числе приехали представители общественных советов из улусов республики, чтобы на их примере посмотреть, услышать те советы, да, и те, наверное, болевые точки, и они постарались показать, рассказать, какие существуют способы, методы взаимодействия. Потому что только если мы все будем вместе, это власть и население, жители улусов, жители городов, сел, только тогда выйдет общая какая-то работа, ну и все трудности, сложности мы сможем преодолеть. На пленарном заседании подведены промежуточные итоги работы за текущий год. Участники обсудили вклад якутского общества в поддержку специальной военной операции и общественные инициативы, приуроченные к Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины. В соответствии указа президента Российской Федерации об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей объединиться, консолидироваться и поступательно развиваться во взаимодействии власти и общества. На пленарном заседании принята резолюция членов Общественной палаты Якутии и внесены конкретные предложения для действенного взаимодействия, для консолидации власти и общества. Двери общественной палаты всегда открыты. Мы расположены на улице Курашова в городе Якутске на 4-м этаже в 401-м кабинете. И люди к нам приходят сюда со своими проблемами, со своими какими-то болевыми точками и либо пишут нам письма, обращения, которые мы стараемся поддержать, помочь и продвинуть. Между Общественной палатой Якутии и окружной администрацией города Якутска возникло серьезное противостояние. Предметом спора стал вопрос перевода в собственность дачных участков садового товарищества «Ленские зори», расположенного на 16-м километре Вилюйского тракта, которые оказались ключевым камнем преткновения в отношениях сторон. Будет проверка, если проверка решит, что никаких нарушений прав нет, соответственно... Вы знаете, я тоже такое думаю, что прокурор должен ответить, провести проверку, они тоже... а почему он у них взял вот эти заявления? Я не имею права не брать. Нет, любое обращение, конечно. Нет, любое это любое, но все равно это должно соответствовать. Обращалась тоже в прокуратуру о том, чтобы предоставили ответ на протокольное решение, когда мы здесь первый раз собирались в общественной палате. Мы ждали там 3 месяца или сколько, 4, ответа нету. Давайте будем опять писать на прокуратуру по второму разу. Да. Уже будем на прокуратуру. Вопрос, как оно было, и в прокуратуру, в республиканскую. Пусть спросят у исполняющей обязанности мэра. Они тоже работают, у них все есть. Да. Подразделений все исполнено. Она дошло до замглавы, до подписи, все. Да, до подписи. А такое вообще может быть? У нас может быть. Дачники не могут официально оформить свои законные сотки в собственность, полученные более 20 лет назад. Администрация города Якутска продолжает игнорировать проблемы дачников. На площадке Общественной палаты состоялось уже 3-е совещание, посвященное данной проблеме. Члены товарищества «Ленские зори» наняли юриста по земельным делам, собрали все свои справки, копии старых документов на дачной территории и передали в земельную службу администрации города Якутска. Им клятвенно обещали, даже похвалили, что наконец собрались привести в порядок этот вопрос. Однако прошел год, затем 2-й и 3-й. В течение 5 лет члены «Ленских зорь» не получали от земельной службы ответа, но получили товарищество-двойники на своей территории, которые осуществляют незаконный захват земли. Суд уже обязал закрыться одного самозванца, но он не один.
С этими двойниками было, я говорю, этих судов было почти год, не могли доказать. Кое-как доказали, все. Они очень все хитрые, у них все схвачено. Ко мне приехали домой, вот самое, что интересное, ко мне приехали домой, откуда они узнали мой адрес. Распишитесь в протоколе, говорит. Я говорю, а как какой? Ну вы же, говорит, мол, типа этот. Я говорю, нет, ничего не это. Все, откуда это знают наши адреса, наши фамилии, сотовые телефоны знают. Ужас! Самое подозрительное, что двойники-садоводы полностью созданы по документам товарищества «Ленские зори», представленных для оформления участков в мэрию Якутска. Председатель регионального отделения садоводов России Вера Устинова открыто заявила, что председателями новых товариществ являются профессиональные риэлторы. А когда пишут двойники, у нас почему-то очень резко принимают определенные решения по приостановлению любых наших действий. У нас вот проект вот на подписи лежит и не согласовывается. Это я просто даже понять не могу. Срок согласования у них какой? Ну, у них идет согласование по структурным подразделениям по 3 дня. Вот они вроде бы уже все согласовали, и получается, что Григорьев не подписывает на основании, ну, я не знаю, заявлений этих двойников или что-то. У нас получается, что... Но он должен ответ вам дать, почему он не подписывает. Ну, мы ответ-то написали. Но вы тем не менее, да. просьбу, чтобы он ответил. Да. Но тем не менее ответа пока нет. И хотелось бы, я думаю, что, наверное, ответ будет точно такой же, как и все 5 лет расплывчатый. И хочу, конечно, соответствующие меры надо принять, контроля определенного за органами государственной власти и муниципалитета. На совещание в Общественную палату Якутии пришло много членов товарищества, а вот от администрации города Якутска пришел один человек, главный архитектор столицы Якутии Семен Сергеев. И нам было представлено поручение о том, чтобы приостановили утверждение подписания этого документа на период проверки прокуратуры. И должны инициировать, организовать проведение совещания совместно с прокуратурой на уровне главы. А какие вопросы у прокуратуры? Если у вас все согласовано, Требования. Кто там заявитель? Вот так. У нас, видите, отвечает Мордовской. Требования, да? Городской, да? Да. Требования прогресс, горняк, энергостроитель. Почему-то принимается такое решение. Это же ведь двойники. Ну, наверное, прокуратура, может, не знает, что на сегодня есть в производстве арбитражного суда 2 дела по энергостроителю и прогрессу, правильно? В Якутском городском суде у нас сколько сегодня судов было? Чисто вот по двойникам для того, чтобы доказать то, что я вообще не посторонний человек. А какой-то посторонний человек приходит, двойник, и говорит, я имею право на этот земельный участок. И вот 4 человека правы против 49 человек. Пошли за документы в суд. Документы все в суде были. Все есть. Теперь это у нас признали, что я имею право на этот участок. Все. Прихожу, сдаю в мэрию. Мэрия говорит, у вас нету топосъемки. Топосъемку принесли, у вас нету такого-то согласования. Принес. 1,5 года уже возвращали документы. Нет. Сейчас обратились обратно документы в суд. Суд документы не принял. Смотрите, я не работающий пенсионер, заплатил 10 тысяч госпошлину. Сейчас за второй суд, который должен быть 3 тысячи, я 13 тысяч заплатил, а у меня еще нет никакого результата. Мы не можем завести ни доски, ничего. Что это такое? Бедная Вера Ивановна бегает за всех, за нас, отдувается. Мы везде, как говорится, все делаем. Нигде никакой защиты нету. Написал в прокуратуру, мы сейчас написали даже в ФСБ. Я работал с этой структурой. Написали, сейчас будет вот это, инициировали проверку. Сколько можно над нами издеваться? Вот. Ни один суд. Надо, я сейчас думаю, что надо обратиться на НТВ, и чтобы они приехали сюда и сняли вот эту отдельную программу по этому. Вот извините, я никакой суд, ничего, сколько уже обращаемся, 13 тысяч отдал. Это, конечно, ужасно. И вот это все, это не у неработающего человека. Член садового товарищества «Ленские зори» Галина Тетерина многодетная мать, у которой 9 детей, причем последний ребенок родился меньше месяца назад. Галина Николаевна ходит в мэрию не 1 год по оформлению земельного участка.
Подала в суд, выиграла суд. Подала документы повторно на регистрацию, опять отказали. Документы, приносите документы, мы вот вас точно рассмотрим. Принесла, отказали. Смысла не вижу, поэтому ждем. Может быть, что-нибудь получится в этот раз. Мы вот в том году садили, урожай собирали. В этом году мы ничего не стали делать, потому что мы не знаем. А у нас придут и скажут, это вообще не ваша земля. Мы не знаем, мы ничего не делаем, мы дачу так и забросили. С детства, с маленького нахожусь на этом участке. И вот и мы не можем понять, как так получилось, то, что участки были наши, да, мы ими жили в них, все занимались, рассада у нас там, да, домик стоит. Но как только мы захотели его узаконить, оказалось, что мы не имеем права на это. Так что не этого ему. Ну, будем надеяться, что вот сейчас будет новое собрание с прокуратурой. Может, что-нибудь и решат в нашу пользу. А так, не знаю, даже документы вон лежат в толку. Только приходят с суда мне, что подают и отказывают. Президент России Владимир Путин поручил правительству России и исполнительной власти на местах продолжить борьбу с бедностью по снижению ее уровня. Одна из ключевых задач – повышение благосостояния россиян, имеющих невысокий уровень дохода. Один из пунктов борьбы с бедностью – личные приусадебные участки, на которых граждане могли бы заниматься садово-огороднической деятельностью. По всей видимости, городские власти Якутска данный пункт улучшения жизни жителей столицы в упор не хотят замечать. Они же признали, что это двойники незаконные. Судебное решение было. Признал. А почему они сразу не написали? И почему они такой ответ не дали прокурору? Прокурору не дали. Вы, не полномочия ваши, уважаемый прокурор. Вы не имеете права затребовать у нас все законно, у нас все хорошо. Действия на сегодня администрации города Якутска следующие. Если прокуратура, значит, вынесла, он должен ответить на это представление. Он должен подписать это распоряжение. А вы, двойники, судитесь, ведитесь и делайте все, что угодно. Прокуратура же не сказала окружной администрации, не подписывайте, да? И сейчас не мешает Гаврилову подписать этот документ. Вот я про это вам говорю. Поэтому тут есть бездействие со стороны Я про что вам говорила? Нарушение ФЗ-25. Насколько вот это бездействие будет отвечать? Тогда мы просим Семена Афанасьевича, понимая то, что большое количество людей в этом процессе задействовано, постарайтесь по возможности ускорить проведение совещания. Народный фронт тоже мы привлечем, вместе будем все общим щитом выступать, да? Общественная палата Якутии продолжит поднимать острую тему в ближайшее время.